Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главного». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Татьяна, согласись, что в последнее время уровень правосознания школьных педагогов, родителей детей вырос настолько, что найти грань между воспитательным процессом и нарушением прав практически невозможно. Да, действительно, это так. Давай сегодня в этом разбираться. И тема нашего разговора сегодня – правовые основы деятельности школы. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Да, в студии у нас присутствуют преподаватели, учителя, директора школ, также есть у нас ученик. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ну, вот действительно меняется и школа, наверное, если вы со мной согласитесь, то в чем основное отличие школы современной от школы образца, скажем, советского периода? Есть ли это отличие? Афонский Георгий Афанасьевич, директор школы номер 23 города Якутска. Вообще школа, организация очень консервативная. Это, наверное, помогло в 90-е годы школе быть таким островком надежности. Но консерватизм, он нужен в меру, наверное. И с 2000-х годов школа стала меняться. Это национальный проект образования, комплексный проект модернизации образования. Наша инициатива Дмитрия Анатольевича Медведева, наша новая школа. Школа стала другой, учителя стали другие, и дети стали другие. И я думаю, что это очень хорошо. Почему? Потому что в советское время был диктат учителя, в 90-е годы главный был ученик, а сейчас главный родитель. Но пока все три субъекта не станут равноправными, не научатся говорить на одном языке, тогда, наверное, таких передач и не будет. Поэтому... А как это проявляется вообще? Ну, вы знаете как? Дело в том, что вот мы сейчас как раз до передачи сидели, обсуждали, вот Лада Петровна говорила, Сергей Иванович, у них такая дискуссия была такая за кадром о том, что такие вот права и обязанности родителей, права и обязанности учеников, права и обязанности учителя. Это все должно быть регламентировано в нормативных актах, которые принимаются на уровне Российской Федерации, муниципалитета и, конечно, локальных актов самой школы, где очень четко должно быть все расписано. Ну, есть очень такая хорошая поговорка, я очень люблю ее говорить родителям, да, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. То есть, когда вы приходите в школу, вы должны выполнять устав школы. То есть, есть определенные права и обязанности у родителей, права и обязанности у детей, права и обязанности, конечно, у учителей. Ну, все-таки в школу-то приходят родители, приводят своего ребенка, они как бы видят в нем свое единственное чадо. И, наверное, это порождает, наверное, конфликты какие-то. Да, да. Вот в этом-то и вся трудность, потому что для родителя, как для меня, как родителя, как для дедушки, естественно, мой ребенок, мой внук, внучка, они самые лучшие в мире. Естественно, если что-то происходит в стенах школы с моим ребенком, то, естественно, я обязан стать на защиту прав своего ребенка. Но это естественно, это естественно. И, наверное, вот здесь задача-то, наверное, администрации школы очень грамотно все это объяснить. Вот вы говорите, что все, что не происходит в школе, в школьном коллективе, все регламентируется определенными, закон. Мы знаем об образовании. Кроме того, у каждой школы свой устав. Но эти права, мы сплошь и рядом это замечаем и знаем об этом. Я думаю, все вы об этом прекрасно знаете, что права эти нарушаются. И вот об этом мы сегодня и будем говорить. Об этом. И как реагировать на это, как защитить себя, ребенка, родителю, как защитить учителя тоже, потому что и такие ситуации тоже, к сожалению, бывают. Мы помним все, да, прекрасно, Да. Павел, вот эту ситуацию в школе номер 10, в нашей городской школе, когда учителя откровенно унижали, издевались над ним. И в результате что случилось? Учитель Никто не уволился. понес никакого, по-моему, наказания, а учитель был просто уволен из школы. И вот тут же права учителя явно были нарушены, как вы считаете? Ну так в этом вся и проблема-то, что права как будто бы у всех есть, Да. только каждый считает правым себя. Учитель себя, родитель себя, ученик себя. Никак не найдется среднее арифметическое между вот этими правами. И когда это произойдет, я согласен с Георгием Афанасьевичем, тогда и наступит вот такое благоденствие, да, равновесие. Равновесие. А что нужно сделать, чтобы это произошло? Вот на ваш личный взгляд. Нужно, чтобы все понимали, что мои права, ваши права и права любого человека должны соблюдаться. Нельзя одно делать в ущерб другому. Вот
Мы много сегодня говорим, допустим, о необходимости заниматься обществознанием глубоко. В республике есть проблемы с преподаванием обществознания, с правоведением и прочими обществоведческими дисциплинами, потому что это является основой для взаимоотношений. И если мы вот это сделаем, то будет гораздо лучше, чем есть с точки зрения взаимоотношений. Потому что в большинстве случаев школа и родители антагонисты. Ну, как я и говорила, что они Почему как так бы стоят получается, по разные стороны баррикад, да? Мы и они. Я думаю, мы должны говорить о том, что мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Но где найти И границу? грани? помимо прав существуют еще и обязанности, Да. понимаете как? Да. Вот мы иногда и забываем о том, что у нас есть помимо прав какие-то обязанности, понимаете как? И Владимир только Петрович, говорим о своих правах. А вот вы сказали, что мы по разную сторону баррикад. А почему у вас такое мнение? Почему вы так сразу себя, вот как-то себя родителя? Я себя как раз не отделяю, я просто замечаю, да, вот у меня сейчас уже учится в школе 4-й сын, 2 студентов, 2 школьников, 1 в садике, да, и я замечаю, что, во-первых, стали меняться сами родители, то есть те родители, с которыми я там, да, начинала со старшими детьми, они больше брали на себя, да, то есть считалось, что родители должны помогать школе, что это наше общее. Сейчас я заметила тенденцию, родители приходят, и родители первоклассников уже считают, что школа им что-то должна. Что они должны в школе, вообще непонятно. Я работаю, мне некогда и так далее. И возникает такое, вы должны нас научить нашего ребенка, вы должны им все предоставить, а вы что должны? Ну, это А что должны мы родители? работаем. Что должны родители? родители. Я имею в виду взаимоотношениях со школой. Я считаю, что родители, во-первых, должны дать понять, мне кажется, что немножко люди заелись, да, они забыли, что такое вообще бесплатное гарантированное образование. Да? И вот когда мои дети были на домашнем обучении, вот средний, да, сейчас и второй был на домашнем обучении, он научился ценить вот это бесплатное образование. То есть то, что он сам должен был грызть, вот эту науку, да, и то, что ему это учитель в открытый ротик вкладывал все. Понимаете? И родители должны быть благодарны, в первую очередь, за то, что база какая-то у них будет. Да? И что, дай бог, если повезет, учитель еще вложит и интерес к предмету. Ну, то есть вы не разделяете мнение тех людей, которые говорят, я налоги плачу, чтобы у человека было как бы бесплатное образование. Это же, не, собственно говоря, не действительно не бесплатное, поэтому как бы оно гарантировано государством, гарантировано Конституцией. Вы так не считаете? Нет, я считаю, что в первую очередь в обязанность родителя, да, предоставить школе любознательного ученика. Вот А так. любознательность, да, она формируется, извините, до 7 лет. Хорошо. На данный понятно. момент на законодательном уровне закреплены обязанности именно родителей и обучающихся. То есть родитель, во-первых, должен дать установку ребенку, чтобы он хорошо учился, да, был прилежным, соблюдал не только свои права, но и права других участников образовательных отношений. Вот, то есть в первую очередь родитель должен воспитать вежливого, то есть с точки зрения юридической, законопослушного ребенка. То есть ему так объяснить, то, что вот это плохо, вот это хорошо. И при этом, если какие-то конфликтные ситуации, да, у нас бывают все-таки разные ситуации, не быть излишне эмоциональным. То есть понятно, что наш ребенок, да, наши дети, но в этой ситуации надо не быть эмоциональным, как я уже сказал. То есть трезво оценить, что, как надо сделать. И основываясь на своих правах, которые родители, все участники образовательных отношений имеют, и вступить уже объективные правоотношения. Георгий Владимирович, я думаю, что вы правы, то, что говорил Георгий Афанасьевич. Татьяна, как ты думаешь, а как найти вообще разницу? Собственно, это же самое сложное, найти грань, где кончается твое право, и найти там, где начинается право другого человека. Да? Да, Георгий Афанасьевич так хорошо сказал, право начинается, это когда заканчивается Правильно. твое, да. Потому что дети приходят в школу, они воспитаны родителями, правильно? Больше времени они проводят с родителями. Микрофончик, пожалуйста, возьмите. У вас с микрофоном проблемы, пожалуйста. Дело в том, что вот сейчас немного задели тему о роли родителей, да? И прозвучало, что вот мы по разные баррикады, школа и родители. Но вот здесь вот, понимаете, это осталось вот с того времени, когда казалось, что все наши недруги,
я только единственный друг моему ребенку и должна вот изо всех сил Ну, от есть кого-то такое, защищать. действительно. Да? И сдавали ребенка как в камеру хранения. В детский сад сдали на уход, присмотр, потом привели в школу, эту эстафетную палочку отдали учителю и как бы с себя всю ответственность снимали. Ну и потом школа, она действительно является гарантией того, да, для многих родителей, что ребенок не болтается на улице. Для многих это очень важно. Неважно уже, какое там дадут образование, чему там научат. Главное, что ребенок, они знают Чтобы он был уверенно, присмотрен, что да. с 8 Но утра, сейчас скажем, родители до обеда он в немножко школе. Он изменили не на свое улице. отношение. Они все, и дети сами, да, вот, например, многие дети самостоятельно стараются на курсы ходить дополнительные, обучаются, чтобы действительно у них был багаж знаний и навыков, которые позволят им обучаться дальше. Или Давайте вот перейдем получить немножечко какую-то профессию. на тему следующую. Да? Вот нет ли у вас опасения в том, что школа в таком вот виде, в котором она существует сейчас, она в конечном итоге может изжить себя? Все-таки живое общение все больше вытесняют информационные технологии, ни для кого не секрет. Да? Сейчас уже существуют разные формы получения образования. Давайте мы сейчас посмотрим видеосюжет. Какие формы получения альтернативного, общего, среднего, полного образования ты знаешь? Я знаю, что получить образование вне школы можно на очно-заочной форме, на заочной форме обучения, семейной, домашней, и в форме экстерната. Экстернат, семейное обучение, домашнее обучение. Дистанционную, экстернат, семейную и домашнюю. Я обучаюсь в форме образования экстернат. Это были долгие разговоры о том, что нужно ли мне это или нет, справлюсь ли я сам. Но сейчас я, конечно же, понимаю, что я справлюсь, родители это видят и тоже поддерживают меня. Сейчас учусь в 9 классе, уже постепенно перехожу на конкретный экстернат. Я уже прохожу многие темы из 10 класса. То есть у меня параллельно идет 9 класс и 10 класс, он накладывается. Уже у меня есть собственный индивидуальный план. В нем расписаны каждый час, сколько я должен в неделю посещать уроки. На некоторые уроки я могу не ходить, то есть я уже конкретно обучаюсь сам. А со следующего года я вообще не посещаю школу. Какие плюсы и минусы ты видишь в получении образования вне школы? Во-первых, для того, чтобы получать вне школы, я считаю, что нужно быть достаточно самостоятельным. Это может вызвать некоторые трудности. Например, если взять в пример экстернат, то человеку нужно как-то все ускоренно проходить, то есть он будет упускать какие-то моменты. В школьном образовании ты можешь общаться с друзьями, жить в коллективе, вот, например, обращаться к учителям. Главная, конечно же, сложность в том, что сложно воспринимать темы. 10 класс все же это сложно, приходится много сидеть за уроками допоздна. В чем главный плюс? То, что я закончу на год раньше, у меня есть 2 возможности поступить в вуз, который я хочу, и шансы сдать ЕГЭ, то есть не потерять год. Для меня это главный плюс, то, что я не потеряю год, если даже не сдам, и буду учиться как нормальный ребенок. В эфире программа «Не пропусти главного», и мы говорим о правовых основах деятельности школы. Вот, уважаемые гости, мы только что посмотрели опрос, сделанный в одной из школ города Якутска. Мы видим, дети очень такие подкованные, они уже знают, какие альтернативные традиционной школе формы получения образования существуют. Лада Петровна, у вас есть уже опыт, да? Ваши дети обучались на семейном. Тогда это называлось домашнее. Сейчас семейное. Да, сейчас семейное. Что вас подвигло на это? Какие причины были к тому? И это было ваше желание или больше желание ваших детей? На самом деле это не могло быть желанием детей, да, первоначально, потому что когда у меня второй сын уходил, он, по-моему, да, он был в 7 классе, у него было несколько троек, и когда я попыталась прийти просто на эти уроки, посмотреть, как протекает учебный процесс, мне поставили вот стену такую и сказали, что у вас нет опыта, вы будете смущать учителей, детей и так далее. То есть как-то совершенно все непрозрачно, у нас все профессионалы, а сын ваш, значит, балбес, раз он получает тройки. Вот, а я человек такой по натуре резкий, и поэтому я решила, что давайте мы поучимся сами. Вот просто я люблю делать эксперименты. И мы провели такой эксперимент. И сын у меня 2 года там находился, и я считаю, что вот сейчас он студент ДВФУ, сейчас у него 28 прыжков парашюта, он поднялся на высшую точку Черногории, у него разряд по дайвингу. То есть он занимается общественной работой. Я считаю, что это все дало домашнее обучение. Но я хочу сразу всем сказать, что это очень большой родительский труд. А скажите, кто вам помогал в этом? Вы же не могли, наверное, все предметы сами преподать? Я сама математик.
Папа геофизик по профессии, да? То есть математику, физику мы закрыли. Читать я люблю, историю я люблю. Поэтому на самом деле, чтобы в 7-8 классе не такие сложные темы. Если у человека есть общая культура, если он знает, где подсказать ребенку, где он может это прочитать, а сейчас с интернетом вообще не проблема найти нужную информацию, если человек сам хочет двигаться, он будет двигаться. То есть все-таки причина была в том, что вы заподозрили в чем-то учительский коллектив, в том, что вашего ребенка как-то притесняют? Нет, я не то, что заподозрила. Просто мне тогда показалось на тот момент, что школа в нашем случае, да, вот эта форма, она себя изжила. Почему? Потому что человека заставляли учиться, понимаете? Когда он приходит и говорит, мне надо, значит, не мне надо сделать уроки, нам задали, вот этот пассивный залог, нам задали, меня спросят, не я хочу это изучить. Когда он сам 2 года учился дома, он понял, для чего он учится. Он Ну, учится, вот это типичный конфликт прав, по-моему, да? Вам так не кажется? это не конфликт прав, это неразвитое сознание, понимаете? У него появилась осознанность, смысл обучения. Ты учишься, потому что это надо тебе. Если ты пропустил эту тему, не прошел ее, ты где-то будешь, да. Какая замечательная мысль, связанная с мечта тем, прямо. что Такой ребенок. осознание основ для учения. Тебе это надо. Вот это очень важный Мне момент надо, в любом Сергей учении. Ильич. Мне это надо. Не учителю надо, не маме надо. Мне это надо. А это должно закладываться прежде всего всеми нами на всех ступенях образования. И в семье. Если ребенок приходит из семьи, мне это надо, если в школе поддерживают эту самую мысль, тебе это надо, то тогда учение успешно. Оно не вызывает конфликта у родителей и ученика. Ну, а если это не так? А если это не так, вот ситуация. Но это в большинстве случаев это не так. Потому что большинство наших детей, приходящих в школу, не отдают себе отчета в ценности образования и необходимости образования. Так они же дети, как они могут себе давать Сейчас- отчет? А это наша с вами Новые работа. стандарты как раз на это и А это наша работа. Да. Потому что новых стандартах как раз мы должны научить ребенка учиться, чтобы в старших классах мы перешли на индивидуальное обучение. То есть то, что сейчас происходит с отдельными детьми, это наше прекрасное будущее. Тогда дети смогут самостоятельно составлять себе учебный план, выбирать учителя, учиться в любом режиме на расстоянии. То есть это будет скоро. Мы Наталья думаем, Васильевна, что вы вот сказали, сейчас- что это ваша мечта. Вот пример Да. Лады Петровны, Да. да, я чтобы услышала. каждый ребенок смог это делать, не только ребенок. Чтобы каждый ребенок смог учиться Да, в чтобы семье. А что чтобы будут каждый тогда ребенок делать смог учителя? учиться индивидуально. А что будут тогда делать учителя? Учителя будут помогать, направлять, мотивировать, консультировать, так еще контролировать. Вот, Потому что вы дальше- же на промежуточную аттестацию, наверное, ходили, да? В школу. Ходили, Да, конечно. вот это Дальше остается за возникает школой. вопрос, связанный с тем, что ребенок получает право учиться на экстернате, на домашнем обучении, на разных прочих формах обучения, о которых говорили дети. Вопрос, а кто будет отвечать за конечный результат его образования? Ну, родитель, надо так Родитель, понимать, да. если это Родитель. семейное Родитель, воспитание. да. По образование. новому семейного, закону да, по родитель. семейному воспитанию ответственность несет родитель. Родитель. Вот золотые слова Лады Петровны. Дело в том, что школа, к сожалению, при всей своей загруженности, когда по 36 человек в классе, говорить об индивидуальном подходе очень сложно. И многие родители, это у нас еще в Якутске здесь так, а Москва, Санкт-Петербург уже очень много родителей и детей выбирают семейное обучение и уходят на семейное обучение, понимая, что родители понимают, что ребенок должен сам, я сам. А как Понимаете? вы вообще, вот мне интересно, как вы работа, к этому, да, да? пришли, ну, допустим, как работа и родители работают, как уделять внимание ребенку там при нагруженности на Я говорю, работе? опять же, почему родитель должен тащить, понимаете? Есть такая классная пословица, вот у Георгия Александровича своя любимая пословица, у меня другая. Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить, да? Можно посадить ребенка, можно уйти с работы, можно посадить ее перед уроками, но это не значит, что он начнет сам учиться. Давайте мы сейчас, извините, прервемся на короткую рекламу, а потом продолжим наш разговор. В эфире «Не пропусти главного», и мы сегодня говорим о правовых основах деятельности школы. Лада Петровна, вот как вы все-таки совмещали, вот у вас ребенок учился на семейном обучении, как совмещать работу и помощь своему
ученику, Ну, школьнику? знаете, вопрос из серии. Как мне трудно растить ребенка, когда мне это говорят, да, маме 5 детей, то мне всегда это смешно слушать. То есть это все прекрасно совмещается. Поскольку ребенок учится сам, вам просто нужно выработать свою систему. У нас было так. Каждый день недели был посвящен 2 предметам. То есть это был гуманитарный предмет и технический. Ребенок сразу брал 2-3 темы. Если он что-то не понимал, мы подключались и объясняли. И обязательно, как фиксация результатов, должно быть решение задач. Решение задач. Вы знаете, мне как бы вот это на самом деле немножко чуждо, потому что я вырос из-под палки. Я вам честно скажу, в школе я учился из-под палки. Меня как бы заставляли учиться. Вот. И что вы говорите? Но тем не менее, я выучился и получил высшее образование. Высшее образование уже понимал, что оно нужно мне дальше. А основная масса школьников, мне кажется, это не понимает и не может понимать. Ну, мое Ну, мнение. поэтому тут первоочередное это должно быть все-таки желание родителей изначально, а уже потом как-то вот подводить. Отец Никон, как вы считаете? Знаете, мне кажется, что нужно о том, нам сегодня здесь, а через нас и нашим телезрителям, что, наверное, каждый должен профессионально и по закону правильно заниматься своим делом, прежде всего. А если учитель будет трястись от страха о том, что над ним висят некие дамокловые мечи, которые на них призывают родители или кто-то еще, и ученики, и также сами родители, то дело не пойдет. Дальше не только профессионализма, но и оного не будет. Сейчас вспоминали мы школу советскую, в которой мы все учились, наверное, кроме нашего юного собеседника. Есть еще у школы, конечно, более древние корни, чем прошлый век. И там вся оригинальность образования ведь в том всегда и заключалась, что не было одинаковых детей никогда, и не будет никогда одинаковых. Только те, и, наверное, никогда, не буду забегать вперед истории, но в ближайшее время не придем, что все придут только на индивидуальное обучение. Это всегда был удел неких, можно сказать, избранных, у кого есть к этому талант, стремление. Для этого всегда были педагоги, которые выявляли талант. Поэтому если мы позволим педагогам заниматься своим делом, да, не только образованием, но и воспитанием, то они выявят тех, которые смогут индивидуально заниматься, которые будут в будущем нашими учеными, светилами, прославлять нашу страну. Тогда освободится у родителей время для того, чтобы заниматься. Ну, конечно, и останутся те, кому необходимо понуждение. Дети разные, кто занимался образованием и в детском саду, у кого есть у самих дети, кто семейные люди, просто понимают, что в одной семье бывают совершенно разные, близкие по возрасту даже дети. Кому-то необходимо именно понуждение, направление. Для этого и служит педагог, и родитель. Главное выявить это направление, главное помочь, направить, а уже талант того или иного ребенка, он, наверное, раскроется в этих мудрых, умелых руках. А уж законодательством, исполнением законов должны заниматься непосредственно люди, которые в этом юридически образованы, которые подкованы, и на которых может и педагог опереться в школе, не боясь за свою судьбу и за свою профессию, даже за свою карьеру, не родители, что их права будут нарушены, не дай бог их детей, но и сами дети должны быть все-таки детьми, а не карьеристами, не людьми, которые только и думают о том, где бы найти свои права. Ребенок должен заниматься тем, что он ребенок. Он должен расти, он должен получать образование, он должен раскрывать свои таланты, он должен слушаться своих родителей, педагогов. Вот только тогда из него вырастет тот гражданин, на которого мы возлагаем какое-то будущее. Микрофон возьмите, пожалуйста. Мы должны сказать, что та категория детей, которым мы сказали, как избраны, которым нужен особый подход, это очень малая категория. Я, прежде чем прийти в управление образования, проработала 24 года учителем математики. Я не помню, чтобы у меня были такие конфликтные ситуации, чтобы ребенок не хотел в школу. Если учитель приходит в школу с любовью, если у него горят глаза, если он зажигает глаза у своих детей, учеников, то неважно, троечник он, отличник, он всегда с радостью будет идти на этот урок и получать свою долю успеха, успешности и познания. Мне кажется, иногда ребенок 3 получит, бывает счастлив, иногда 4, бывает страшно недоволен. А некоторые просто от общения учителя, поговорив, когда для него учитель друг, товарищ, брат-соратник, бывает достаточно только общения. И вот когда дети все-таки обучаются на дому, они лишаются такого удовольствия, как общение с одноклассниками, с учителем.
Вот этот вопрос я, кстати, хотела Да, задать. Да, и Валерия мне очень Павловне. понравилась мысль, это первое, да, что учитель, конечно, он должен быть музой. Я Музой, сама да. стараюсь быть Но музой если для нету своих этой детей, музы, да, вы но, к хотите сожалению, сказать? вот у меня претензия, да, что муз-то практически не осталось. Мне дети мои просто как мальчишки, они просто не все рассказывают, да. Но я знаю, что половина учителей от своего выгорания, да, вот от этой усталости, от этих бесконечных, не знаю, там, отчетов, чего-то, они просто не способны даже вести просто нормальный диалог. Я не говорю уже о том, да, что они прибегают к таким нелицеприятным эпитетам. Как можно зажигать человека, да, когда ты просто уже скатываешься на уровень каких-то оскорблений там, и так далее. И вторая ваша мысль, да, что ребенок лишается общения. Ну, это на самом деле, конечно, нет. Ребенок, находящийся на домашнем обучении, на семейном, да, сейчас, он получает, наоборот, свою минуту славы. Он приходит в школу, на него смотрят как на особенного человека. Общение, наоборот, перетекает на другой уровень. Как ты, что, мы учимся, а ты? Почему ты так сделал? Понимаете? И люди, анализируя его поведение, его успехи и так далее, они, наоборот, получают лишний шанс задуматься об этом. Вот вы правильно сказали. У каждого своя минута славы, своя доля успешности. У кого-то это проявится на уроке, у кого-то надеть красивую блузку, а у кого-то вот действительно не учиться, а прийти, блеснуть знаниями и получить. Каждого индивидуально. Мы сегодня вот говорили о правах и родителей, школы, где разграничение, а разграничений нет. Почему? Потому что мы живой организм. Невозможно на каждый организм сделать одинаковую для всех рамку. Соответственно, вот здесь, если ребенок успешен, приходит, вот, скажем так, получает минуту славы своей в познании любым способом. Пусть это через спорт, пусть через домашнее обучение. Все способы важны, главное, чтобы у него загорелись от знаний класса. Вообще мне очень нравится эта мысль, да, что мне кажется, задача родителей и учителей не прерывать вот эту цепочку, да, вдохновения, как можно чаще дарить вдохновение ребенку. И вот я говорю, почему учителя, тут есть учителя, живые действующие учителя, да. Вот, почему они разучились быть музами для учеников? Они не разучились, наверное. Я думаю, что не разучились. Я не могу согласиться, что половина учителей, вот они потеряли эти самые качества, они могут вдохновить, поднять, зажечь, обнаружить и так далее. Могут, как в любом деле, так и в нашем педагогическом деле, есть разные учителя, разные мастера своего дела. И все-таки школа живет на вот этих талантливых учителей и учителях. Если там половина не работает так, как полагается, школу надо закрывать. Поэтому я думаю, что значительная часть учителей старается это делать. Ну а издержки бывают везде. В любом производстве. А музой обязательно должен быть учитель? Вот у меня такой вопрос. Мне кажется, вот, например, дух соперничества, да, он должен быть, мы должны его развивать в наших детях, он должен присутствовать, потому что, например, для меня вот из своей жизни, да, вот для меня это был очень такой достаточно сильный фактор. Вот я хотел учиться лучше всех. Когда я, например, не мог подтянуться, в младших классах, я специально занимался и в итоге стал там подтягиваться больше всех, например. И этот дух соперничества, он по жизни вот толкал многих, мне кажется, не только вот меня, но и поэтому музой, мне кажется, может быть и вообще вот атмосфера сама, да, школы. Вот. А давайте вот друг друга послушаем, потому что вот, Любомир, ты уже послушал вот мнение учителей, представителей Министерства образования, отца Никона. Какие ты свои выводы вот сейчас делаешь? Ну, я считаю, что школа в данном виде существует недолго. С развитием информационных технологий и, скажем так, стремлением родителей привести своего ребенка в домашнее обучение, существование школы в данном виде продлится недолго. Такой прогноз печальный, да? Или не печальный? Вы же сказали, что это ваша мечта. Это не печальный, конечно, это вот устами младенца глаголит истина. Потому что дети сейчас... Но по сравнению с нами, да. Любомир, а скажи, пожалуйста, простите, что перебиваю, что тебя не устраивает вот в нынешней школе? Может быть, какие претензии, может быть? Так, я так думаю, что в нынешней школе некоторые дети не желают учиться. Ну, нету такого напора, той цели, для которой стоит учиться. А почему, как ты думаешь? Конкретно для себя.
Вот в некоторых школах ты не говори, ты же там не учишься, а Да. говори конкретно про себя в своей школе. Ну, Ну, я наверное, скажу конкретно. объективности ждать не стоит, потому что он еще учится, почему, ему как еще ты думаешь? экзамены Не, ну, сдавать, заканчивать эту школу, это тоже как-то вот не очень корректно будет. Просто скажи, пожалуйста, что бы тебе хотелось, чтобы поменялось в вашей школе? Ну, я бы хотел, скажем так, от некоторых учащихся в нашей школе более такого, скажем так, более сильной отдачи для обучения, когда человек образован, то его будущее будет светлым. И, скажем так, ну, хорошая работа обеспечена. Он не Но будет... это ведь каждый индивидуально решает для себя. Ты же не можешь всех заставить вот думать так, как ты думаешь, да? Да. Это твоя личная цель. А вообще в школьном процессе мы имеем в виду, мы сейчас говорим об учителях, о правах учителей и учеников. Вот что бы тебе хотелось поменять, чтобы тебе комфортно в школе? Да, очень. Значит, никаких проблем нет. Все Да. хорошо. А вот вы согласитесь с тем, что все-таки вот в последнее время, ну это отмечалось, это всегда и говорится, что вот падает авторитет учителя. И отсюда вот возникают такие ситуации, когда неуважение к учителю, это сплошь и рядом. Вот пример я приводила в самом начале нашего разговора. Да? Дети стали более информированы. Зачастую они знают, обладают знаниями больше, чем учитель. Это тоже большая проблема. Что с этим делать? Это проблема учителя, Если конечно, он не учителя. развивается, так- Конечно, учителя. Ну, в этом да? плане я, наверное, не соглашусь все же за свою отрасль, да, потому что все же у нас высококвалифицированные педагоги работают, все с высшим образованием, поэтому, конечно, ни один ребенок не может больше знать или больше уметь, чем взрослый человек. К сожалению, может. Но Откуда я взялась вот эта мое мнение информация, лично, что ребенок знает больше учителя? Такое На самом не деле их подтверждается знания никогда. бессистемные и отрывочные. А я же В не некоторых сказала, что он знает больше, я сказала, областях. что он более информирован. Информирован, Да, это да, большая да, разница, Да, да. это большая Так это же разница. печально, когда Не знания ученик приходит, и учитель фундаментальные, истории говорит, кто академические, такой да, Фоменко. именно Это с точки зрения А историк не ребенка. знает, кто такой Это с точки Фоменко. зрения ребенка, ему кажется, что учитель там знает, понимает, информирован меньше его. Но точка зрения ребенка не может быть таким вот показателем объективным, чтобы говорить сегодня о том, что вот много учителей, которые, вот я считаю так. А это вам не кажется, что это плацдарм для конфликта между родителем, как, собственно, отражение мыслей школьника? Потому что, естественно, он приходит ребенок, излагает свои мысли по отношению к учителю. Родитель в любом случае к своему чаду прислушивается. И, собственно, вы не думаете, что это начинает плацдарм? поддерживать. Мне кажется, И дело начинает в том, что поддерживать, это не конечно. нужно доводить, а всегда есть тема разговора. Если родителей не устраивает учитель, и знаете, что действительно он не подготовлен, но есть администрация школы. Подойдите, нормально поговорите. В чем не устраивает? А боишься, Ну, что потом конфликт да будет с не- администрацией Ну, школы? извините, в 21 веке Ну, жить с мало ли. оглядкой? Нет, конечно, никто за день подойдет, молоточком по голове не ударит. Ну, это Так нет, же? Ну, не так, не так буквально, но Да. все-таки есть такая тема, потому что вот где, как соблюсти и воспитательный процесс, и администрацию не обидеть, и ребенка защитить. Нет, вот, вы вот это знаете, есть же процесс аттестации. Каждый учитель знает, на что он профессионально пригоден, да? У него категория, он сдает экзамены. Мы даже несколько лет уже проводим тестирование учителей в виде конкурса «Профи-учитель». И действительно видно, что часть учителей уже как бы подзабыли свои предметы, и мы не боимся в этом признаваться. Да, и учителя не должны этого бояться. Невозможно знать все, это и не требуется. Учитель должен научить ребенка учиться. Да. То есть он не должен взять из своей головы и вложить в ребенка. Этого не нужно. Во всяком мудрый случае, по учитель новым должен вообще стандартам эту ситуацию этого обыграть не надо делать. и представить, да, сегодня ученик превзошел меня, я ему поставлю хоть 2 пятерки. Ребята, смотрите, давайте посоревнуемся, кто в следующей ситуации окажется быстрее, ловче, умнее. А мне кажется, что корни лежат вот все-таки в 90-х годах, когда воспитательная работа со школы ушла. И стали приходить сейчас к нам выпускники вузов, которые не изучали педагогику, не изучали психологию. Они знают предмет, но даже методикой не владеют. Вот, может быть, корни-то там и лежат как раз о том, что вот мы, кто в советское время учился, практику проходили в школах, изучали предмет педагогика, психология. Сейчас приходят, методику изучали, а сейчас приходят молодые учителя, которые, ну, скажем так, по большому счету не владеют
Ну, это специалисты-предметники. Да, специалисты-предметники. Поэтому, может быть, разговор-то идет о том, что и высшая школа должна поменяться, чтобы приходили компетентные учителя, которые готовы были бы работать с детьми. Вот это... А я вот по молодым учителям, которые приходят последние 3-4 года, хочу сказать, очень яркие личности приходят. Очень яркие. Неважно, это историки, химики, А с математики. чем вы это связываете, что именно вот в эти последние 3 года? Наверное, приходит новое поколение детей, которые которые выросли в 90-е годы, родились и выросли в свободное время. да. Они знают языки, говорят на иностранном языке обязательно. Очень хорошо владеют всеми гаджетами, с детьми на «ты», могут общаться виртуально, поэтому дети их любят, за ними гурьбой, а вот действительно вот учителя, наверное, 90-х годов чуть-чуть, конечно, отстают. Сейчас очень Знаете, яркие как молодые. у меня в школе сейчас на заслуженном отдыхе работала Клара Владимировна Пиецкая, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, учитель химии, у которой я сам учился. Так вот, я Клару Владимировну не променял бы на 10 там молодых людей, которые знают гаджеты. Ну, да, это вы с Потому что гаджетами она тут, смелым и с тряпкой И с давала указкой, детям наверное. то, что... и сейчас она, находясь на пенсии, просто отбоя нет от желающих. Она занимается репетиторством. Ну, это единица, Георгий Ну, это не единицы, таких очень много учителей-то. Если вот мне, наверное, пальцев руки не хватит, если я загибать начну вспоминать этих учителей. Просто вот я еще раз говорю, проходит то, что фундаментальное академическое образование, которое, говорим, высшее образование, то оно ушло, и сейчас очень трудно. Да, приходят, они владеют гаджетами, да, они владеют многими методиками. И приходится обучать их. Он приходит с дипломом, а вы вынуждены его обучать методике. А по вашей практике у таких преподавателей чаще конфликты с детьми? Нет. Как раз деструкции, они свойственны любой, наверное, профессии. И, к сожалению, педагоги мы тоже не избежали этого. Деструкции есть, конечно. И что там греха таит? Мы все в этом подвержены этому. Ну, все же, как учителя разные, так и школы разные. Если вот вовремя, жесткий административный стиль, это да. Есть очень школы повышенного уровня, где вот директор и преподаватели, и учителя вот действительно понуждают, да, вот как сказали. И дети добиваются высоких результатов. Для такого понуждения нужен опыт, не забывайте. Вот, да, но конечно, есть и другие школы, более демократические, которые мотивируют детей. Что имеете в виду, отец Николай, не нужен опыт? Ну, когда молодой человек приходит из вуза к директору, даже опытному директору школы, это хорошо. Хорошо, когда в кавычках, надеюсь, в кавычках, на «ты» ученик с учителем, да? Потому что грань должна быть, пьедестал у учителя должен быть. Это необходимо, иначе школа превратится в какое-то странное сообщество. Как если в семье, если вдруг мы уберем из-под ног у родителей то крепкое основание, которое делает их родителями, делает отца отцом, а мать матерью, то буйность юности, скажем так, языком уже психологическим, может дать очень негативные плоды. Есть благоразумные юноши и девушки, да, но, к сожалению, это не большинство, а единицы исключения. А преподаватель с опытом — это, наверное, не только полезно для школьника, потому что опыт увидеть, услышать, понять не только ученика, но и родителя. А преподаватель с опытом — это и возможность научить того, кто только что пришел из студенческой аудитории. И это очень важно в любой среде образования. Я сейчас могу говорить не только о школе, в которой, естественно, я сам учился, о вузе светском и о вузе духовном, в том числе, которых также обучался. Это важно, поэтому школа, тут хорошее сравнение приводили о организме. Ну, представьте, если вдруг там какой-то орган в нашем организме, дай бог, начал бы говорить о том, что вот это важнее или вот это нужнее, остальное можно, в принципе, отключить. Что будет? Ничего не будет. Не будет ничего, поэтому все важно, но в своем месте, в свое время и при своей функциональности. Я добавлю по молодым учителям. Буквально на той неделе мы проводили День учителя в нашем Хангаласском улусе и отмечали учителей, у которых дети набрали наивысшие баллы. Так, извините, мы уходим сейчас на короткую рекламу, потом вернемся и продолжим разговор.
В эфире «Не пропусти главного», и мы говорим о правовых основах деятельности школы. Елизавета Анатольевна. На той неделе мы буквально проводили День учителя, чествовали своих лучших учителей, отмечали тех учителей, у которых очень высокий результат ЕГЭ. Так, ЕГЭ, тех учителей, у которых ученики набрали от 90 и до 100 баллов. Вот среди всех учителей было хорошее количество учителей со стажем 3-4 года, у которых ученики набрали по 92-96 баллов. Поэтому я к тому, что... Свежие знания, да? Да, свежие знания, соответственно, умение общения с детьми, и это не всегда переходит на понебратские отношения, как раз-то и учитель, молодой учитель, очень хорошо входит в роль того советского учителя, ему это очень нравится. А может быть, это заслуга детей? Вот касаемо этого вопроса, авторитет педагогического работника и вот учителя, да, он очень важен, потому что ребенок, вот я тоже по своему примеру могу сказать, если я человека не уважаю, я не буду прислушиваться к нему, например. И, например, для родителей очень важно, чтобы они давали также ребенку установку, то, что вот учитель, он пример, он вот такую установку, то есть ученик должен уважать учителя. И это в какой-то степени формируется и в семье. Потому что бывали случаи, например, если молодой учитель, да, то, что вот, ой, молодой учитель, она ничего не знает. Вот такие высказывания вообще не должны быть, когда это слышит ребенок. Со стороны родителей. Со стороны Но вам не родителей, кажется, да. что и учитель должен многое делать для того, чтобы уважение это заработать? Я согласен. Я говорю, в какой-то Изначально степени. сразу должны уважать учителя за то, что он учитель. Априори. Априори. Да, да, И совершенно. тогда ребенок тоже будет уважать учителя. А если вы будете за семейным столом обсуждать его негативные качества, да, тогда, конечно, ребенок уже будет сомневаться в этом. Мы все были молодыми понятно. учителями, и за всеми нами, как бы, такое образное выражение, кладбище детей, которым мы что-то не дали. Понимаете, как? Через все приходит с опытом. И те учителя, которые, допустим, сейчас уже являются такими заслуженными, опытными, они когда-то тоже были молодыми. И они когда-то тоже учились, тоже ошибки совершали. Причем я знаю учителей, которые совершали серьезные ошибки, а сегодня это лидеры образования. Давайте послушаем Опыт дело наших наживное. телезрителей. Говорят, у нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Ага, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Это вот родители звонят с города Якутска. Моя фамилия Петрова. Очень приятно. Ну, вопрос задавайте, пожалуйста, мы вас слышим хорошо. Я насчет вот то, что вот роль учителя немножко отошло в сторону, да? Да. И в этом я хочу сказать, что, конечно, почему? Потому что мы очень много сейчас говорим о правах ребенка и о правах родителей. Ну, мы вас поняли, да, спасибо. Ага. И Спасибо. второй момент я хочу высказать, да? Так, Вот что-то у нас со насчет связью. семейного воспитания, обучения говорили, да? И в этом плане я хочу сказать о том, что если семейное воспитание в дальнейшем будет так идти, да, то кто будет работать? Родители-то в основном будут большое время влиять на своего ребенка. Спасибо. Ну, а кто будет тогда в стране работать? Да, спасибо, мы поняли ваш вопрос, спасибо. Ну, кто возьмется ответить? Во-первых, первое, да, все время мы говорим, действительно, так Да, получилось, какой-то небольшой перекос, что мы все говорим о правах родителей и учеников. А какими правами обладает учитель? Кто? Мы все вообще определены как участники образовательного процесса. Педагоги, родители, ученики. И это здорово. Вообще мы должны работать в единой связке, ради единой цели. Понимаете? И хорошо, когда в школе выстроены взаимоотношения всех участников правильно и бесскандально, так сказать. Поэтому, говоря о правах учителя, естественно, очень часто встречаются ситуации, когда мы вынуждены защищать учителя и от нападков родителей. Причем это все, конечно, по разным сценариям. Бывает, что учитель не прав, но бывают ситуации, когда учителя надо защитить, я считаю.
Это Ну, очень... бывают, говорите вы, ситуации, когда учитель не прав, и какие тогда меры вы применяете, знают ли об этом ученики и их родители, и как потом этот учитель работает с детьми? Ну, дело в том, что если учитель совершил противоправный поступок и есть письменное заявление на него, то в школе организуется комиссия по служебной проверке, проводится служебная проверка, но результаты проверки мы не имеем права оглашать, а только знакомим самого учителя с результатами выводов комиссии. Все, значит, на общее обозрение это не выставляется. Но вообще школа — это как большая семья. В семье тоже бывают конфликты, в семье тоже бывают различные недоразумения. И самое главное, чтобы выйти из этого с высоко поднятой головой. А конфликты какого характера чаще всего возникают все-таки сейчас в школе? Ну, вот конфликты характера, когда не устраивает учитель чисто субъективно, например. Бывают оскорбления, конечно, со стороны учителей, разбираемся. И сегодня в каждой школе создана комиссия по урегулированию споров между участниками. Это согласно нового закона. Вот. Но это бывает очень редко, я должна сказать, по крайней мере, на опыте своей школы, я должна сказать, что это крайне редкие случаи, если действительно доходит до служебного расследования, до комиссии. Ну, это ЧП, по сути. Это Давайте ЧП. послушаем телезрителей еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Ага, здравствуйте. Добрый вечер. Это с Якутска тоже, Петров, родители тоже. У меня вот кажется, насчет учителей, да, вот задают они, им делают много этих, по журналам, и поэтому зацикливается в первую очередь на журналы, вот эти вот учителя, да. Потом во второй плане они на учеников. Есть, да, такая проблема? Кажется мне, думаю. Больше внимания. Да, понятно, о чем вопрос, да. Вот, к слову, про конфликты, да. Поскольку мы работники министерства, к нам часто действительно обращаются граждане, родители, бывают коллективы, пишут письма с жалобами на то или иное поведение учителей, руководителей, отношение какое-то негативное, например, к какому-то ребенку. Или говорят, что вот этот учитель не соответствует категории, надо нам другого учителя и так далее. Да? Соответственно, у нас есть особый такой алгоритм работы. Создается комиссия. Если есть угроза жизни или там безопасности ребенка, то выезжается на место, это комиссионно проводится проверка. И, конечно, ни одно обращение не остается без рассмотрения. И в то же время бывают очень такие родители, которые эмоционально относятся к любой ситуации. И им кажется, что все время учитель виноват или кто-то другой, но не они, ни в коем случае. Поэтому мне кажется, что вот правильно сказали, что школа — это коллектив, в котором могут быть и споры, и конфликты между участниками. Можно и жаловаться, но должен быть человек, которому они доверяют и который будет разрешать эти проблемы в школе. Вот Я не зря, знаете, напомнила наверное, вам... это должен быть директор школы. Да. на мой Я не зря взгляд. напомнила ситуацию в 10-й школе, ужасающую совершенно. И вот у меня вопрос, я до сих пор не знаю, честно говоря. Защитили как-то этого учителя? Кроме того, что она уволилась из этой школы, каким образом вы, как министерство, ее защитили? Что вы предприняли? Это вы про 10-й школу? Да. Ну, мы знаем, что проверка тоже была. Так, были сделаны замечания и директору, и коллективу, в котором это случилось. Здесь была вина обнаружена не только детей, но и самого учителя. Соответственно, некоторые правила поведения и учителям были нарушены. Она, не сказать, чтобы она уволилась, она добровольно ушла из этой школы. Это просто метод решения конфликта, когда одна из конфликтующих сторон уходит с поля боя для того, чтобы сохранить свое О каком авторитете достоинство. учителя тогда мы сейчас вообще можем в Конечно, принципе да. говорить, если такие ситуации невозможны, и вы тут говорите о том, что она сама виновата Детей была? тоже перевели из этой школы. Соответственно, дети тоже вот, пострадали. Победил или нет? Вот смотрите, ситуация-то какая. Когда конфликт вышел за пределы комиссии, за пределы разумных отношений и так далее, единственный способ решения вопроса — судебный.
И я плохо себе представляю судебное разбирательство между учителем и учеником. Других-то способов не существует. Но есть родители, которые могут представлять интересы ученика. Нет, могут представлять, но в любом случае можно считать учителя победителем в этом конфликте, если он в судебном порядке выиграл. Я сильно сомневаюсь, что это будет победа. В данном случае победы быть не может ни одной стороны, ни другой стороны. А других способов, кроме как вот такого по разуму и по совести разрешенного конфликта на уровне учреждения, просто не бывает. И я вот начал с этого, и этим вот хочу сейчас вернуться еще раз к этой мысли. На самом деле каждый из нас имеет права. На самом деле каждый этими правами имеет право пользоваться. Но... Спасибо. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Всего доброго. До свидания.